На часах 18:22. Татьяна Троянская у микрофона, Илья Печенкин за звукорежиссерским пультом. У нас в гостях генеральный директор тренинговой компании «Вертекс» Сергей Филиппов. Здравствуйте. Здравствуйте. О руководителях будем говорить. Становятся руководителями или рождаются? Так все-таки что, Сергей? Становятся или рождаются? Да. Ну, вы знаете, нужно в первую очередь отличать руководитель и предприниматель. Это разные понятия. Они, к сожалению, очень часто путаются. То есть не каждый предприниматель руководитель, абсолютно верно, абсолютно верно. Дело в том, что предприниматель – это один набор личных качеств. Соответственно, это умение, так скажем, где-то толкаться, грызться, да, достигать, находить нетривиальные решения, там, изгибаться и так далее. И очень часто предпринимателями достаточно успешными становятся люди, у которых по разным причинам с детства есть, возможно, там какое-то сильное детское переживание, бывает комплекс даже, например. Я уже приводил пример, да, когда тот же самый Аль Капоне, да, он стал достаточно крупным и богатым, предпринимателем в своей сфере, да, так скажем, алкогольной. Почему? Потому что детство у него было очень бедное, он сам об этом так и сказал. Поэтому в России тоже очень много предпринимателей, добившихся успеха, имели достаточно сложное детство, скажем так, это такая маленькая трагедия какая-то, да, которая была. Вышли из маленьких городков, приехали в Питер, в Москву, в крупные города, не обязательно из маленьких, но очень часто, и отвоевали себе место под солнцем. И вот они создали достаточно успешные крупные бизнесы, и встал вопрос, что делать дальше? Делать дальше, потому что этими бизнесами нужно управлять, и нужно уже управлять не одному, нужно опираться на некий костяк руководителей, и тут предприниматель часто делает ошибку. Он начинает искать себе в помощники таких же предпринимателей. А уже нет необходимости бороться, сражаться, грызться и так далее, отвоевывать. Достаточно хорошо руководить налаженной, построенной структурой. И здесь на первое место выходит именно профессиональный управленец, который очень часто не имел такого детства и не имеет такого внутреннего сильного мотива, связанного с каким-то достижением чего-то, а просто имеет достаточно благополучное детство. Кстати, это одна из теорий, что руководителями успешными становятся дети из благополучных и достаточно обеспеченных семей, получившие хорошее дополнительное образование. Поэтому, которые могут в спокойном состоянии рассуждать, хладнокровно рассуждать, управлять, уметь правильно мотивировать, расставлять задачи и так далее. И вот тут часто происходит конфликт, когда предприниматель, например, очень часто кричит, что там образование, то же самое MBA, о котором много говорят, ничего не дает, это все ерунда. На самом деле главное это вот внутренний предпринимательский дух. Ничего подобного, это вещи совершенно разные и не связанные. И грамотный управленец, имеющий образование дополнительное, родившийся в благополучной семье, не толкающийся локтями, будет очень грамотно вести корабль вашего бизнеса к новым горизонтам. То есть все-таки рождается? Предприниматель, да. Он рождается, он воспитывается таким, и управленец большей частью тоже. Хотя это, безусловно, насчет управленцев, это одна из теорий, которая где-то подтверждается, где-то нет, что они должны быть из благополучной семьи, а предприниматели как раз-таки из каких-то сложных детских переживаний. Вот, соответственно, я придерживаюсь этой же теории, так что... А может человек совместить в себе два качества? Такое тоже бывает. Для этого не надо бояться себе признаться в том, что, несмотря на то, что вы успешный предприниматель, все равно дополнительное образование, дополнительное развитие не будет лишним. Соответственно, нужно идти в ногу со временем, получать дополнительные знания и навыки для того, чтобы руководить своим бизнесом, который развился, стал большим и успешным. Мы не будем нарушать наши традиции, потому что мы всегда даем возможность позвонить нам в прямой эфир и задать вам вопрос. 327-8251, 327-8251, звоните, и действительно, может быть, кто-то узнал себя, потому что предприниматели часто думают, что раз он сделал свой бизнес, значит, он может совершенно спокойно не надо ничему учиться, да. А все остальные, в том числе те, которые заканчивали университеты или MBA, они просто люди, которые... А нужно учиться? Конечно, нужно, потому что на данный момент конкурентная среда уже не среда нулевых или там 90-х, когда нужно было грызться и сражаться. Это в первую очередь достаточно интеллектуальная среда, там не нужно лавировать на достаточно тонких моментах, а для этого нужно иметь очень широкий кругозор и, конечно, специальное образование и, безусловно, навыки. Сейчас мы продолжим наш разговор, послушаем звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Любовь Александровна. Да, Любовь Александровна. Знаете, я вообще-то целиком не согласна. Наша страна, она идет по другому пути. Вот я 20 лет работаю предпринимателем,
Причем у меня есть образование, Хельсинский политехнический факультет малого бизнеса уже 50. Так вот, все окружение, что со мной училось и что работает, я ни одного не знаю без высшего образования. Поэтому успех вот наших предпринимателей не локти и не прочее, это не базар. А вот так, где мелкий бизнес на профессиональные уровни, там обязательно образование. Любовь Александровна, у меня к вам вопрос. Да. А что толкает вас к достижению новых целей и подвигло открыть бизнес? Ведь на тот момент, возможно, у вас не было образования. Бизнес, потому что передо мной стояли такие перспективы. Институт закрывается, и нужно получать образование детям и прочее. А у меня к вам вопрос. А многие ваши коллеги, которые тоже учились с вами или работали в этом институте, они ведь не стали предпринимателями, не так ли? Да, не стали, потому что здесь как вы это себе объясняете? Когда мы работали на предприятии, в институте работали. Любовь Александровна, я понял. А как вы это себе объясняете, что вы стали, а они нет? А потому что есть вот люди социально называют уверенные люди в любой ситуации, а есть люди социально неуверенные. А откуда эта уверенность взялась? Вы никогда не думали? Да, конечно, думала, господи. А откуда? Если ты в то время выбился в руководители, как говорится... Так что же заставляло вас, Любовь Александровна? Вот, согласен. Любовь Александровна, а что же заставляло вас выбиваться в руководителя? Так я говорю, интерес и знания. Когда получал профессию, ставил вопрос. А потом замечали же, что ты работаешь, как говорится, профессионально. Ну, по сути, вы говорите об одном и том же. Об одном и том же мы говорим, Любовь Александровна, просто разными словами. Вы говорите, что из благополучных семей хорошие управленцы и прочее. Это одна из теорий, речь не идет об предпринимателе, еще об управленце. Это самое интересное, что это очень маленькая теория. Вот сейчас у меня коллектив 20 человек, да я не знаю, как-то мало я... Ну, у вас 20 человек, так. Ну вот, и просто вот, уже сейчас, конечно, ты уперся в то, что тебе это не нужно, и вроде бы там чем-то заняться бы, приложить свои знания и силы в другом. Но производство у нас не откроешь, где бы ты был профессионалом и защищал диплом именно по производству, хотя и на факультете. Спасибо, вопрос понятен, а ответ последует уже после московских новостей.